Наступивший сезон для культуры республики обещает стать особенно насыщенным. Театрам и культурным площадкам надо наверстать упущенное и двигаться дальше. Об этом на пресс-конференцию заявил министр культуры республики Сергей Емельянов. Впереди серьезный гастрольный марафон, в ходе которого артисты посетят около 40 городов. Хочу сказать лишь одно, коллеги, что для нас этот театральный сезон очень знаковый. Он очень знаковый для нас потому, что мы пересекаем границу столетнего юбилея именно в этом театральном сезоне. И совсем скоро, уже 21 год, год, который будет ознаменован столетним юбилеем Республики Коми. И, конечно, все без исключения профессиональные учреждения республики готовят определенный такой пул очень интересных творческих проектов, премьер, которые будут реализованы на наших сценах в 2021 году. Так, театр драмы имени Виктора Савина творческий сезон откроет премьеры спектакля «Гроза» по пьесе Островского. Для постановки спектакля в столицу Коми был приглашен пермский режиссер Сергей Федотов. Но на этом премьеры не заканчиваются. Большая работа, которую увидят зрители в этом году – спектакль «Берега», посвященный подвигу нашего земляка, герою Советского Союза Николаю Васильевичу Оплеснину. И интересная ситуация получается, я перескакиваю немножко уже вперед. Вот мы тоже участвуем активно в наших в поездках, презентациях республики по стране. У нас поездка в Псков, Великий Новгород и в город Чудово. А вы помните, это исторические места, это там, где воевал Николай Васильевич Оплеснин и где он погиб. Удивлять готова и Коми республиканская филармония. Специально к столетию республики для шоу под названием «Ожившая сказка Коми» будет расширена сцена за счет движения в зрительный зал. Все пространство будет объединено единым художественным решением при помощи такой технологии, как 3D-мэппинг. В марте 2021 года филармония планирует показать грандиозную, совершенно неожидаемую премьеру, театрализованное шоу «Ожившая сказка Коми». Это единый сюжет объединит природу республики, ее просторы, обряды и национальные праздники, традиции. Культурные учреждения республики со следующей недели начинают работать в режиме нон-стоп. В Театре оперы и балета возобновляется фестиваль «Сыктывкар-Сатулыс», который был прерван из-за пандемии. А Национальный драматический театр уже поедет на первые в этом году гастроли в Йошкар-Олу, где покажет музыкальную комедию «Левша».